Соня, не трогайте! Трогайте женщин, трогайте! Я требую разойтись. В 2015 году российские силовики начали в Крыму обыски и аресты крымских татар. Их обвиняли в участии или в организации ячейки Хизбут Тахрир. Деятельность этой организации запрещена в России, там ее признали террористической. Задержания по этим обвинениям становились все более массовыми. Мы, когда начали в этом разбираться, увидели, что это не просто юридическое дело какое-то, да? Мы увидели, что это действительно начинающийся виток преследований, и эти преследования лежат именно в политической плоскости. Вот Крымская солидарность вобрала в себя именно название Крыма нашего, да, и вопрос того, что в единстве наша сила. Эмиль Курбединов оказывал помощь крымчанам с 2014 года. Он стоял у истоков правозащитной волны в Крыму. В начале само движение «Крымская солидарность» выглядело как встречи адвокатов и правозащитников с родственниками задержанных. Собирались в разных кафе. Давление ощутили сразу. Вот так российские силовики врывались на их заседание в Судаке. Объяснений требует правозащитница Лиля Гимиджи. Номер жетона, пожалуйста, снимите у всех, кто нас снимает и кто здесь присутствует. Молодой человек, не уходите, пожалуйста. Чего ж вы такой стеснительный? Когда узнавали, где мы собираемся проводить ЭТКС, оказывали давление на тех, кто предоставляет нам эту площадку. Сотрудники прокуратуры прям приходили на собрание Крымской солидарности и вручали нам предостережения адвокатам, правозащитникам о якобы там совершении нами какой-то экстремистской деятельности и так далее. Освещая аресты крымских татар, подконтрольные Кремлю СМИ показывают только оперативное видео российских силовиков. В материалах задержанных называют виновными. Главной теме этого дня, напомню, сегодня в Крыму задержали организаторов и членов запрещенной в России террористической организации Хизбут Тахрир. В объединении стали самостоятельно снимать аресты и обыски. Активисты ведут прямые трансляции о судебных процессах, чтобы больше людей знали, что происходит с крымскими татарами в Крыму. Так, в рамках объединения начала развиваться гражданская журналистика. Зейдан Аджикелямов, биохимик по образованию, вовсе не планировал быть журналистом. Меня постоянно это как бы гнобило, да, что я ничего не делаю, какую-то помощь не могу оказать. Вот с этого момента как бы я начал ездить на обыски, начал ездить на суды. Я просто брал телефон и начинал снимать. Так вот, просто вот смотрю, как снимаю. Зейдан вспоминает, как освещал дело 29 активистов Крымской солидарности. Это был самый массовый одновременный арест в Крыму. Я этот день, наверное, не забуду никогда. Почему? Я хотел осветить все эти суды, все эти обыски. Я не знал просто, куда разрываться, куда ехать, как ехать. И вот эта паника определенная, как бы осветить хочется все, чтобы знали везде, где на сегодняшний день проходят обыски. Но от того, что физически ты это не можешь сделать, она как бы гнобит, да, тебе тяжело. Сейчас почти половина из тех, кого правозащитники признали политическими заключенными в Крыму, это члены Крымской солидарности. Таких уже больше 50. Статус политузников им присвоил Международный правозащитный центр «Мемориал». Российская власть тем временем обвиняет этих людей по уголовной статье участия в террористической организации. На запросы Крымреалии Крымское управление ФСБ не отвечает. Обвиняемые уверены, что это политическое преследование. Занимался журналистской деятельностью. И именно журналистской деятельностью связывает свой арест, свое задержание. Именно то, что я освещал события, так как сегодня делают это мои коллеги, те преследования, которые проходят в отношении моего народа. Зейдан Аджикелямов не исключает, что может оказаться следующим арестованным. На обыске по делу 29 ему уже угрожали. Один другому говорит тот, кто держит камеру, он говорит: сними его. И тот поворачивает камеру на меня, и тот, который ему сказал сними, говорит: ты следующий. Он мне тогда закричал: ты следующий, кого мы заберем. Но я даже, честно говоря, не обратил на это внимания. Почему? Потому что та боль, которая во мне сидела по отношению к моему народу, то уже разницы таковой не было. Задержат меня или нет. У Крымской солидарности есть отдельный проект «Помощь детям политузников». Меня зовут Кевсер. Моего отца Сервер Зикирьяев. Нас у него 13 детей. И он очень любит путешествовать. Я мечтаю о том, когда он вернется,
Мы всей семьей объедем весь свет и увидим все красоты мира. Социально-бытовое направление объединения помогут отвезти в больницу родных арестованных или достроить дом, который не успел возвести отец семьи. Помогают родным с передачами в места заключения. Для того, чтобы передать вот простую посылочку в СИЗО, порой нужно встать в 3 часа ночи, занять очередь, выстоять ее и передать эту посылку в изолятор. И, конечно же, женщины, а тем более, если это пожилые мамы, не всегда могут справиться с этой задачей. И в этой части им на помощь приходят молодые активисты, молодые ребята. Такие передачи получал Нариман Мемедиминов. 2,5 года он провел в неволе. Нариман был одним из первых гражданских журналистов «Солидарности», координатором всего информационного направления объединения. Я, может быть, буду говорить там обрывисто, мало, или там даже заплачу. Это нормально, чтобы вы понимали. Когда сидишь в СИЗО и тебе приносят передачку, это эти ребята, которые носят эти передачи, собирают деньги, я не знаю, покупают это все, делят на пакеты, высыпают чай в пакетики. Это на самом деле колоссальный труд. И эти люди, которые рядом спрашивают, родственники, я говорю, да. Он говорит, а почему постоянно разные фамилии в бумагах? Я говорю, потому что я не знаю этих людей. Ну, это как родственники. У объединения есть еще одно направление – это движение гражданских защитников. В 2017 году по Крыму прокатилась волна одиночных пикетов. И в один день по всему полуострову назначили почти 70 судов. Адвокаты физически не смогли бы успеть везде. И тогда они научили десятки волонтеров, как выступать защитниками на суде. Нам дали базу, основные понятия, что такое ходатайство, что такое доверитель, что такое отвод суда, состязательных сторон и так далее. То есть те термины юридические, которыми мы должны были владеть для того, чтобы участвовать в заседаниях. Общественная защита в суде – это в первую очередь психологическая поддержка тех, кого судят. Хотя бывают и оправдательные постановления. Сейчас такие защитники занимаются административными рассмотрениями, чтобы у адвокатов было время на более сложные уголовные дела. Иногда общественные защитники сталкиваются вот с такими протоколами обвинений. Было изъято такое количество алкоголя. То есть они тупо взяли, скатали протокол с какого-то административного дела, там, продажа алкоголя и так далее. И даже не перепроверили, потому что это было сделано все на скорую руку. Да, и вот в рамках в судебном заседании мы зачитываем этот материал, что посмотрите в протокол, там изъятие алкогольной продукции в каком-то магазине по адресу. Этот суд проходил в Феодосии. Рассмотрение крымских политических дел по уголовным статьям перенесли в Ростов. Это стало еще одним испытанием для крымской солидарности. Неотъемлемыми вещами в поездке гражданских журналистов в Ростов-на-Дону это, конечно же, термос, подушка, ну и оборудование. И это ночь дороги, более 700 километров, ты не очень, скажем так, хорошо себя чувствуешь, а еще целый день нужно освещать судебные процессы. И все бы ничего, если бы еще не закрытое судебное заседание, когда просто невозможно найти информацию, добыть информацию. Ты звонишь этим пресс-службам, звонишь адвокатам, хоть грамм инфы, чтобы достать, довольно-таки сложный процесс. Адвокатов и правозащитников крымской солидарности обыскивали и задерживали. Активистов, которые ехали в Ростов на суды, останавливали на Керченском мосту и не пропускали. Людей держали там всю ночь. Под утро на мосту появилась Росгвардия с щитами и резиновыми дубинками. Вчера не пропускали только крымских татар. Только крымских татар. Почему? Почему? Чтобы вот здесь ростовчане не видели вот этого множества крымских татар, потому что маленький народ, да, показывает свое единство, они в шоке. У крымской солидарности есть горячая линия, сайт, юридическая консультация. Работают 15 адвокатов, десятки гражданских журналистов, сотни волонтеров. Хотя все устают, эмоционального выгорания нет, говорит Эмиль Курбединов. Вижу с каждым годом, что наш народ, мирная борьба нашего народа, она наоборот только увеличивается и укрепляется в этом плане. Такая поддержка журналистов, правозащитников, самого народа, да, активистов, она не дает опустить руки. Да? Даже когда ты очень устал, тебя всегда поддерживают, с тобой всегда рядом есть тот, кто тебя поддерживает и говорит вперед, только вперед.
Россия обвиняет задержанных участников движения в участии в террористической организации. В Крымской солидарности заявляют, что объединились в ответ на системные репрессии российской власти в Крыму против представителей крымско-татарского народа. Алексей Тарагани, Александр Сурган, Эбазер Пинхас для Крым Реалии.